За минувшие выходные в Башкортостане произошло 3 пожара с погибшими, к сожалению, и также 3 несчастных случая на воде. Здравствуйте, об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии. Олег Шарафудинов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Олег Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас неутешительная статистика за минувшие выходные. К сожалению, произошло 3 пожара, в которых есть погибшие. Расскажите, где произошли возгорания? Ну, давайте оттолкнемся от последнего. В принципе, случаи практически все идентичны. Я имею в виду саму причину гибели. Это у нас, например, в городе Бирск. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме. В комнате мужчина по стандарту, да, сейчас рассматривает версия как наиболее вероятная. Это курение, в состоянии алкогольного опьянения, у себя в кровати. Уснул, произошел пожар. Его пожарные успели вытащить, спасли. Но, к сожалению, на следующее утро в больнице он уже не выжил, скончался. От полученных травм сильные ожоги были, надышался едкого дыма, что, в принципе, при пожаре наиболее частой причиной смерти, опять-таки, является. У нас достаточно всего лишь 5-7 вдохов едкого дыма, потом человек теряет сознание и больше, к сожалению, не просыпается. Это вот такие наиболее частые. Опять-таки, что касается самих пожаров, то они с гибелью происходят ближе к выходным. Пятница, суббота, воскресенье. Вот эти 3 дня, они такие наиболее насыщены на, к сожалению, гибель. В Российской Федерации за текущую неделю у нас погибло 82 человека на пожарах. За последних 3 дня, опять-таки, это выходные дни. Из них, к сожалению, 9 детей. Какие основные причины? Вот мы только что сказали о том, что это курение в состоянии алкогольного опьянения, как обычно на кровати, на диване и так далее. А вот какие еще есть причины, может быть, вот в 2 других случаях какие-то иные были причины? Ну, вообще, если мы говорим про гибель на пожарах, то чаще всего это неосторожное обращение с огнем. Это может быть в том числе и при курении, это какие-то элементарные, что-то забыл, там, делал, но там, скажем, что-то тлело там у него и так далее, какие-то просто неосторожности, обычные, банальные, да, в том числе даже подходят некоторые там к газовым плитам, например, халат такой синтетический болтается, либо там волосы где-то там не завязали. Элементарные вещи, или, например, рукава, да, свисают. Опять-таки потянулись там за кастрюлькой, газ попал, так скажем, да, горячий, но, соответственно, пришло возгорание, получили серьезные травмы, которые, к сожалению, впоследствии, ну, тяжело, так скажем, быстро не проходят точно. Вот. Вторая причина – это у нас неисправность электрооборудования, все, что с ним связано. Сейчас у нас понятно, что похолодание происходит, да, постепенное, и, соответственно, люди начинают чаще использовать электрообогревательные приборы, иные меры, то есть включают, забывают выключать. Нагрузка на сеть при этом максимально возрастает. Чем больше мы приборов подключаем, тем больше у нас, так скажем, нагрузка, да. Но при этом те же самые даже автоматы иногда порой не рассчитаны на такое количество потребляемых источников. Ну и третья причина, тоже часто довольно-таки, это у нас печное отопление. И дома, и бани в том числе. В выходные опять-таки увеличится количество пожаров в бане, потому что люди идут мыться, купаться, ну и так далее. Вот это 3 наиболее частые причины, и все они, в принципе, зависят от нас самих, и их можно избежать, если правильно, так скажем, и соблюдать меры пожарной безопасности и прислушиваться к нашим, в том числе, рекомендациям. Ну вот несколько рекомендаций, если мы применяем печное оборудование, да, если это в частном доме, электрооборудование. Вот прям вот несколько советов можно дать? Давайте прям по причинам пойдем. Первое, Давайте. если мы говорим там про неосторожность, да, в том числе при курении, если ты все-таки куришь, да, при этом никогда не надо спать, то есть либо садиться в кресло, либо на диван, либо на кровать, то есть лежа, либо сидя, спать мы категорически не рекомендуем. Надеюсь, сейчас кто-то нас услышит и будет это избегать. Все окурки тушим, естественно, в какую-то пепельницу, в баночку с водой, ну и так далее. Вторая, да, у нас электротехнические причины. Ложимся спать, выключаем все из розетки. Максимально все выключаем, потому что у нас даже те же гаджеты, мы очень часто любим включил на ночь, утром просыпаемся, зарядка там 100%, аккумулятор там уже чуть ли не лопается, но тем не менее так люди делают, и это, так скажем, ну просто упрощает какие-то, может быть, моменты жизни, но тем не менее ежесуточно у нас в Российской Федерации происходит около 10 пожаров от зарядки гаджетов ночью.
То есть статистика об этом говорит, и пожар таки есть. Поэтому, если хотите этого избежать, не заряжайте ночью. Выключайте все электроприборы, чайник не оставляйте там включенным. Да? Но опять-таки стараемся не перегружать. Это что касается подключения нескольких приборов в одну розетку. Чаще всего это включает удлинитель какой-нибудь такой китайского производства, да, который не совсем качественный, да, где, так скажем, даже, например, сама розетка немножко болтается. Это уже о чем-то говорит, что даже когда втыкаете, если слышите характерный щелчок, такой чик, он обычно так делает, да, когда электричество, значит, где-то там есть некоторые, мы их называем по-простому коротыши, короткие замыкания. Это все может вызвать впоследствии определенные риски и возникновение пожара. Ну и третья причина, опять-таки, печное отопление. Здесь мы не используем категорически какие-либо горючие жидкости или холодопламенящие жидкости, потому что если вы плескаете, опять-таки, резкая вспышка, происходит загорание занавес, который может быть рядышком каких-то других горючих предметов, материалов. Ну и опять-таки, сами можете просто продать, ваша одежда тоже на вас может загореться. Ну и если мы топим, всегда следим за, так скажем, топкой печи, да? Следим, чтобы рядом не было никаких горючих материалов, ну и не перекалим. Мы рекомендуем топить примерно 3-4 раза в день по 2 часа. Ну и сегодня произошло ЧП в 35-й школе рядом здесь, в Уфе. Расскажите, какие причины, что случилось? Было ли возгорание? Как такового возгорания не было, было, так скажем, опять-таки короткое замыкание. Оно было связано с неисправностью аварийного режима работы электрической сети. Сейчас рассматривать как наиболее вероятный верх. Дознаватели сейчас на месте работают, устанавливаются все причины, обстоятельства. Если есть какие-то виновные лица, они будут наказаны, будут привлечены к административной ответственности, да? Потому что все-таки случай резонансный, у нас там дети находятся. И опять-таки будет рассматриваться в том числе и вопросы сработки системы автоматической пожарной сигнализации. То есть как она сработала, как дети эвакуировались, все ли было правильно и слаженно. Вот на втором этаже в одном из кабинетов, да, у нас прошло опять-таки оплавление электрооборудования, то есть проводка. Но никто не пострадал? Никто не пострадал, слава богу. Все эвакуировались, все в безопасности. И завтра дети спокойно могут идти учиться, никаких последствий нет? Да, конечно. Олег Анварович, еще мы говорили о том, что произошло 3 несчастных случая, 3 ЧП на воде. Давайте расскажем об этом подробнее, потому что вот сейчас уже вроде бы и вот где-то лед есть, но еще не такой, чтобы выдержать именно человека. Но начнем с гибели. У нас гибель произошла в Дюртюлинском районе. Рыбак из Перми приехал, так скажем, порыбачить у нас, да. Ну и, соответственно, вышел на тонкий лед, провалился и, к сожалению, утонул. Все очень просто. Толщина льда не позволяет сейчас выходить на него. Минимальная толщина льда, которая хотя бы хоть как-то, да, так скажем, может гарантировать, что вы не провалитесь под нему, это не менее 7 сантиметров. Мы рекомендуем отталкиваться от 10 сантиметров, но тем не менее рыбаков порой сложно удержать, но опять-таки вот эта, так скажем, цифра 7, да, пускай у них, так скажем, на подкорке запишется, либо погиб, либо остался живым, здоровым. И опять-таки вернулся домой. Если мы сейчас говорим про тонкий лед, у нас 2 основных риска. Это выход детей на лед, потому что дети любят поиграть возле льда, любят камушки покидать, любят ногами потопать, попрыгать, ну и так далее. Очень много таких случаев, когда дети проваливаются, и тоже, к сожалению, их невозможно спасти просто. Помним тот самый случай, когда у нас 2 детей, да, пропали. Опять-таки, там тоже рассматривают такие версии, которые, возможно, где-то там кто-то они играли, да. Вот. Ну и второе, это основные, так скажем, наши люди, на которые нацелена наша профилактика, это рыбаки. Есть определенные штрафы за выход на лед, которые менее 7 сантиметров. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Башкортостан, если толщина льда менее 7 сантиметров, предусмотрена административная ответственность в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Как раз таки в эти выходные мы совместно с Государственным комитетом РБПЧС, совместно с полицией, с органами местного управления привлекли 3 рыбаков к административной ответственности от 2 до 3 тысяч рублей. Поэтому тут как бы и кошелек может пострадать, но это полбеды, да. Самое важное, что вы можете, так скажем, не вернуться домой, там, где вас ждут, ожидают и любят. Поэтому, если мы идем куда-то, во-первых, смотрим прогноз погоды, у нас погода достаточно переменчива. Если температура, так скажем, за плюс или плюсовая, да, то у нас лед тает достаточно быстро, буквально за пару часов может уменьшиться до 1-2 сантиметров.
Поэтому с учетом всех этих погодных условий, с учетом, скажем, разума, да, мы опять-таки принимаем решение, идти туда или не идти. Поэтому в том числе и риски есть, когда мы идем ночью. Ночью вообще мы запрещаем, но это просто неразумно. Ты, во-первых, не видишь, что там находится, во-вторых, не понимаешь, куда ты движешься. Вот. Ну и избегаем любые места, где есть заросли, где какие-то, может быть, трубы, где там, скажем, сток воды, да, либо мосты, ну и так далее. То есть все, что мы видим торчащие из воды, значит, там уже толщина льда намного меньше, чем, может, где-то в другом месте. Ну и условия, которые мы сейчас говорим, они сейчас, на текущий момент, больше относятся к стоячей воде. То есть это озера, пруды и так далее. Если мы большие реки берем, то здесь так какового и пока льда еще даже нету. Алик Анварович, и последний вопрос. Был уже у нас период, когда метель, снегопад обрушился на республику. Естественно, зима только начинается. Будет ли ограничение на дорогах? Вот как, на что ориентироваться, на ваши сводки? Да, у нас в случае какой-либо угрозы для, так скажем, водителя, да, обязательно проводится, так скажем, мониторинг всей дорожной обстановки. И если есть условия, которые необходимы для введения таких ограничений передвижения, да, по дорогам республики, мы их вводим совместно с Минтрансом, оперативно стараемся информировать, в том числе и дальнобойщиков. Мы их информируем с помощью УКВ радиостанции, да. Других водителей мы информируем, в том числе с помощью нашего телеграм-канала МЧС Башкортостан. Всегда оперативная информация, во сколько закрывается, на каком участке, во сколько примерно прогнозируется открытие, чтобы люди могли спланировать свой маршрут, чтобы могли, возможно, где-то запастись запасом еды, теплой одежды и так далее. Если вы вообще отправляетесь в зимний период в дальнюю дорогу, мы рекомендуем взять запас еды, хотя бы какой-то минимальный, да, горячий чай, может быть, шоколадку, бутерброды, теплую одежду обязательно, ну и мобильные средства связи, чтобы они у вас были заряжены, чтобы были какие-то, может быть, дополнительные источники питания, да, лопату, ну и если есть возможность, то небольшой запас топлива. Вот и тогда, в принципе, если прислушаться ко всем рекомендациям, то вы себя обезопасите максимально. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Дали эти рекомендации, рассказали о самых элементарных правилах безопасности, которые могут сохранить жизнь не только себе, но и близким. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.